Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Сегодня я попробую рассказать, а самое главное показать вам, как проходит рабочий будний день настоящего артиста цирка, а конкретнее дрессировщика. И нас уже ждет артист цирка Мария Катакова. Мария, здравствуйте! Здравствуйте, мы вас уже ждем, все готово, давно с утра на ногах, пройдемте на тренировку. Пойдемте. Испытано на себе. Дорогие друзья, сейчас мы находимся за кулисье, арена у нас по ту сторону, и Мария уже готовится к тренировочному процессу. Как это происходит, мы узнаем чуть позже, ну а пока мне доверили важную миссию. Это открыть те самые шторы. И вуаля! Тори, давай. Тори, оп. Браво, молодец. Давай, ножки мне покажи. Вот. И пойдем на шпагат. Пойдем. Молодец. Вот, молодец. Браво. Шпагат. Пошли на шпагат. Пошли. Давай, шпагат. Давай. Ай, молодец, зайчик. Вот. Ой, господи, криво косо, головой все задел. Артист. Пошли. Давай, встанем еще раз и ножку дадим. Барьер. Браво, встань, ножку. Вот, красиво, молодец. Вот, молодец. Дурной мальчик, да. Итак, мы посмотрели все упражнения, которые знает красавчик Тори, на котором я позже выйду на арену. Ну а сейчас готовится к следующим своим показательным выступлениям на фане. Ты делаешь. Раз, два. На фане вяло. Раз. У кого лучше, у меня или у Нафани? Два. Раз. Молодец, Нафаня! Молодец! Это называется балансе. Этот элемент, скажем так, выездки. И пока он в разработке. И Ой, красота какая! Ой, мамочки! Браво! Вот, Это молодец. 600 килограмм, да? Это 600 килограмм. Ну-ка. Ой, мамочки! Вот. Опа! Молодец! Испытано на себе. Итак, у нас уже следующий красавчик на Реально. арене. Только посмотрите, что он творит. Вот такая красота! В принципе, они у меня все умеют. Все хорошо обученные в этом плане. Давай на коленки покажем. На коленки. Вот так. Они слушают только вас? Браво. Ну, да. А вообще, допустим, если появляется, допустим, другой дрессировщик, они не нет. будут слушать никогда. Вот так. Смотрит, ждет. Если, как вам объяснить, если дрессировщик будет работать такой же техникой, допустим, да, и языком тела так же, как я, возможно, ну, что-то получится. Что-то будет, да? Но в основном это лошади очень чувствительные на язык тела, на эмоции, состояние эмоциональное и на техническую работу. У них колоссальная память, скажем так, да, и поэтому только опытный дрессировщик сможет работать с этими лошадьми. Понятно. Неопытному человеку это, к сожалению, невозможно будет. Да. Поэтому с ними надо с детства, да, самого? Нет, они ко мне все возрастные попадают. Точно, пенсионеры же они Пенсионеры, были, да. да? Вот такие. Тут Милые. дело в режиме. Обязательно, они очень режимные, все. Если не соблюдать режим, ничего хорошего с этого не получится. И они даже вплоть до того, что лошадь начинает болеть, если не соблюдать режим. Поэтому у нас все по часам, кормление по часам, плюс 10-15 минут. Вот так варьируется, но не больше. Уборка по часам, кормление по часам, чистка по часам, душ по часам. Все это прямо вот, ну, как бы очень. Поэтому у меня весь день расписан. Самая основная работа у меня идет до обеда. Это вот, ну, я в 6 утра, допустим, в 5 утра встаю, прихожу сюда, пока тут с лошадьми, выгул собак, всех проверить, всех посмотреть, живы-здоровы, нет, и вот
Потом тренировки у нас, как правило, до обеда идут. После обеденный сон у лошадей идет. Еще и сон. Тихий Обязательно. час. Тихий час, да, после обеденной. И в 4 вечера у них начинается тоже уборка, кормление, чистка, смазка копыт, расчесывание там туда-сюда. Ну, в общем, все процедуры. Целый процесс, да? Целый процесс. Вот такой рабочий день, да, у цирковых лошадей. Звезда, да. Это якутская лошадь. Да. Истина, что есть самая настоящая. Ага, ага. Ой, ой. И вот он у нас с таким настоящим якутским Ой. характером. А какая динамика-то какая, да? Да. Какая скорость? Он у нас очень такой жеребец. Опа. Персик. Барьер. Давай, сына. Пошли. Молодец. Давай, давай. Давай, давай. Вот, А молодец. как все быстро и стремительно у него, да? Да, у него очень все быстро. Как легко все дается-то ему. Даже не скользит он. Ему все равно. Если он переживает наши якутские зимы. Мамма мия. Ай, браво, привет. Персик, молодец. Персик, ну ты красавчик. Ну, Вот Персик. умница, да. Он у нас такой суровый парень. Он раньше водил табуны. Мгм. Ну вот, как бы там жеребца сменили, и поэтому хозяин продал нам. Еще? Очень упертый характер. Да вы что? Просто ужас. Сколько ему? Ему 7 лет. Все, он тоже хочет полежать. Да, он поваляться, это для него вообще удовольствие. Он любит поваляться, почесаться, побалдеть. Такой балдежный парень, но он страшно не любит мыться. Мыться не любит? Вообще. Это не его. Он у нас тоже, он у нас уже потихонечку начинает выступать. А с Очень- чего вдруг он персик? Ну, как он такой сладкий, пушистый, круглый. То есть кем ему еще быть, коли не персиком, Да, да? Коля не персик. Он очень сладенький, попка кругленькая, самый маленький у нас. Поэтому персик. Но он еще не выступает, да, пока? Ну, он потихонечку начинает. Он вообще активно любит играть. Вот, молодец, персик, давай. Вот, Опа-на! хорошо. Так, ну что, получится у нас хотя бы один дубль. Так, Ага. Осторожно, персик. у страха глаза велики. Ну-ка, может, вас? Хорошо, ну-ка, покажите. Персик. Вот, Вот молодец, так вот. хорошо. Ага, держи. Так, еще раз попробую. Так, персик, подожди. Что-то ты очень близко, персик мой, стоишь. Персик, слышишь меня? Персик, нет. Лучше я с тобой вот так пообщаюсь. Что тебе дать? Что? Нет у меня морковки. Ой. Еще один смертельный номер. Так, я вот так. А он уже слышит, да? Я должна ему куда попасть? Ой, прости, персик. Молодец, еще вот так умеет, да? Вот так. Умница, еще и вот так умеет. Давай, показывай. Где наш корона? Он даже у нас поклончик умеет. Для якутской лошади это очень так, скажем, много. Ага. Даже лежать умеет, да, персик? Давай. Как мы лежим? Давай, покажи. Покажи. Ай, молодец, мой пупсик. Ну а пока самые большие, самые опытные скакуны у нас находятся на отдыхе, сейчас на этой арене появится самый миленький, самый маленький пони. Вы знаете, когда я спросила, какая у него кличка, тут все очень просто. Пони. Я думаю, с ним я смогу подружиться лучше, чем с персиком. И, возможно, что-то у нас да получится. Оставайтесь с нами. Испытано на себе. Президент нашей федерации. Президент Федерации даже его называют. Да, это вообще огонь. Пони. Пони, здравствуй. Какая у него грива. Так, расскажите про него, откуда он? Пони у нас молоденький, родился он здесь, в Якутии. Ему всего лишь 3 года. Характер очень вредный. Тоже. Вот просто чем меньше лошадка, тем она вреднее. Он у нас кусается, да, пинается, все делает. Вот все что угодно. Не боится даже задираться на больших лошадей. Да? Да, для него это вообще подбежать, вцепиться в бок большому жеребцу, для него это дело такое.
А, то есть такой обучена. забияка, да? Да, забияка. Но работать очень любит. Да? Да, ему работать нравится. А это его максимальный уже рост или нет еще? Это все максимально. Это все, да? Это То есть максимально. вот ты таким и будешь, да? Да, он пони. таким. Так, не кусай меня, вот начинается. Вот, а, кстати говоря, укус это как? Больно, да? Это больно. Серьезно? Это вплоть до перелома. Да вы что, то есть он присасывается, да, или как Нет, это? у него Или он зубы. прям ломает кость? Ломает. Знаете, я видела легенду, можно посмотрю, вот что на этой палочке на конце стоят какие-то там, знаете, электрические наконечники, которые током бьют лошадь, и только поэтому она выполняет указания. На самом деле, смотрите, товарищи, ничего подобного. Здесь просто белый кончик из... Тоже, да? Ой, 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 пластиковый кончик. То есть это все тоже продолжение руки, да, просто? Да, эти узелки, они завязываются по ходу, когда я щелкаю. Ага. Щелкает шамбальер только тогда, когда он просто в воздухе. Если коснуться, допустим, ну, как гласит легенда, что мы там бьем и так далее, Да, да, да. то никогда в жизни не будет щелчка. А, Это будет тихо. А когда происходит щелчок, это как для них знак, команда. Кстати говоря, она тяжелая. Ой, подождите. А куда? По полу надо, да? У меня только свист. Все-таки не быть мне, видимо, цирковым артистом. Подождите, вы у вас как-то... Это у меня было? Да. Тихо, пони пошел. Ладно. О! Оператор, снимайте, у меня получается щелчок. О! Вы слышите? Так, хорошо. Не зря пришла. Видите, хоть чему-то научила. Вот, молодец. Ой. Еще играется. Он очень быстро бегает, он не отстает даже от взрослых лошадей. Вот так вот. Да, он не забывайте. Вот, Ой! вот так вот. Нет, Ой. не хвалили, нет. Нет, вот он готов стоять Да, да. прям сутками. Вы прош... Оф, 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 оф. Браво, молодец. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы с Марией находимся вот около таких дверей. Что находится за ними, вы узнаете прямо сейчас. Ну, а мы готовы? Их открыть. Да. Опа-на. Это наша конюшня. Здесь живут наши лошади. Они здесь живут, отдыхают, кушают, моются, чистятся и, ну, в общем, проводят свои все остальные будни. Вы вот Сейчас- так подходите близко? Да, к я не лошади? боюсь своих лошадей, они меня очень хорошо знают. То есть легнуть она не может? Нет, нет, он знает, что я сзади, ну, то есть он это видел. И я могу спокойно трогать хвост, расчесывать, чистить ноги, брать за ноги, смазывать копыта задние, ко всему они все, ну, как бы приучены. Ну вот, дорогие друзья, мы находимся в конюшне Сахацирка. Ну а как здесь протекают будни, мы узнаем прямо сейчас. И обо всем расскажем в подробностях. Первым делом давайте посмотрим, как вы моете своих красавчиков, потому что, наверное, не каждый телезритель знает, как проходит вот эта процедура водная, насколько лошади любят ее, насколько это сложно и как часто вы это делаете. Душ мы принимаем каждый день, обязательно после тренировки. То есть лошадь на тренировке побегала, она вспотела. Нужно обязательно смыть этот весь пот, соответственно, и освежить как бы животное. Лошади это очень нравится, они это любят и, соответственно, сохраняет хорошую гигиену и шерсть в хорошем состоянии. Так. Тут включаем тепленькую водичку. Тепленькую? Тепленькую, да. Проверяем тепленько. И вы его пристегнули, да, чтобы? Да. Мы его пристегиваем, это как по технике безопасности. Да. И начинаем потихонечку снуть. Спиночку замываем. Обязательно ноги промываем. Поэтому они у вас такие красивые, блестящие, потому что вы каждый день их моете? Ну да. Да? Ну-ка, теперь я давайте попробую Давайте. это. Так, Пальчиком зажимайте. зажимаем. И... Ой, какая красота-то! А ему приятно, да, это? Да, он очень любит душ. А водные процедуры все лошади любят же? Ну нет, у нас якутяшка не любит. Якутяшка у нас. Ну, конечно, на севере кто моет, да, лошадей? Все логично. Вот так вот, да? И примерно процедура сколько занимает? Ну, у меня всего опыта 3-4 минуты.
А никаких химических средств типа шампуней, кондиционеров не Шампунь используют? у нас раз в неделю обязательно. Кондиционерами мы пользуемся 2 раза в неделю. Прочесывается гривы и хвосты. С кондиционером, чтобы не прилипали опилки, не забивалась пыль. Более долго сохранялись они чистыми. А мойка шампунем обязательно раз в неделю. А какой шампунь используете? Прям специально? Косметику мы используем собачью, гидропрофессиональная косметика. Это для лошадей только, да? Это, она и для собак, и для лошадей. Лошадям подходит, не дает никаких аллергических реакций, смывает очень хорошо. И как бы Ой, прости. сохраняет цвет. А он не любит, да, когда ему на мордочку? Голову надо мыть аккуратно. Бомби стой. Нет, не подходи, нет. Бомби стоять. Мамочки. Он пошел попрошайничать. О боже. Он пошел у нас попрошайничать. И сейчас мы будем мыть голову. Голову мы моем вот так, зажимаем, делаем душ. Вот так. Распыляете, да? Да, распыляем. Ой, как ему нравится, гляньте. Да. Посмотрите только на эту красоту. Ой, любит-то он личико мыть свое, да? Да, и как бы маленькие Как, такие как капельки. фонтан для него, да? Как фонтан, да. Сейчас мы закончили душ. Потом мы берем отжим специальный. Вот такой у нас есть отжим Да. с резиновой ручкой. И начинаем отжимать Так, а если я подойду, лошадь. ничего не будет? Ничего не будет. Смотрите, есть отжим. Вот такой, видите, как выглядит. И обязательно лишнюю воду, да? Да, лишнюю воду снимаем. Сильно давлю? Да. Ему не Она больно? резиновая, мягкая, нет, ему абсолютно не больно. Ему как массаж, наверное, да? Да. Вот так вот. Лишнюю водичку убираем. Вот так вот. Ой, я думала, вообще никогда в жизни не подойду к такой махине. Сколько здесь килограмм у него? Ну, у него тоже около 600. А мы, кстати, не познакомились. Как его зовут? Это у нас бомбардир. Бомбардир. Но он большой уже, возрастной, Он да? большой. Да, ему уже 14 лет. Ой, ты, боже мой. Да. И после душа мы обязательно одеваем, как бы сказать, банный халат, да, на человеческий Язык. Еще и халатики у них есть, да? Обязательно, потому что в конюшне в зимнее время немножко прохладно, и чтобы лошадь не простыла, ее нужно обязательно накрыть. Такой специальный халатик с застежками. Ой, прям как все как у людей. Да, все как у людей, потому что лошадь сидуй большая, но они очень нежные. О, еще и тепленькая, обратите внимание, какой. Тепленькая, да, обязательно. И они у нас вот стоят в халатиках до вечера. Даже так, да? Да. Теперь под животиками застегиваем. Ведь я хотела это сделать, но побоялась. Под животиком мы застегиваем крест-накрест. Теперь вот тут, да, берете и вот сюда. Вот сюда. Какая у вас тут прям любовь, да? К ним трепетная. Все прям как с ребенком практически. Помыть, укутать, уложить, поиграть, накормить. Так, Да, я теперь отхожу. идет домой, да. Свою стоило, да? Кто-то хочет есть. Испытано на себе. А давайте сейчас пройдемте, посмотрим, как мы ухаживаем за гривой и хвостом. Да, для этого нам что нужно взять? Для этого нам нужно взять кондиционер и расческу. Расческу. Пройдемте. И идем мы к кому? К Грозному Тору, по-домашнему Тори. Тори, да? Так, вы сказали уже Грозный, уже как-то страшновато туда заходить. Нет, Мария. он на самом деле не Грозный, самый наш ведущий, наш артист, скажем так, самый умный парень, самый лояльный, и он очень любит эти процедуры. Значит, сначала мы закидываем гриву на ту сторону, где лежит Привет. основная. Тори, хватит, вот, попрошайничать. Так. Прими, прими, вот, молодец. Вот так. Сначала мы пробрызгиваем легким нажатием. То есть они к этому все приучены, относятся спокойно. И прочесываем. Этот кондиционер не дает мораться гриве, не дает сбиваться туда пыли, опилкам и так далее. И поэтому лошадь всю неделю сохраняется чистой. А сколько раз в неделю вы так и прочесываете? Каждый день? 2 раза в неделю кондиционером. А. Но расчесываем мы волосы обязательно лошадям каждый день. Так, берем, делаем так, да? Да. Пару брызгов, да? Немного. Ага.
Вот так, так, держите. И вот так мы его расчесываем. А вот длину кто контролирует? Это по вашему желанию? Кто модельер, так сказать? Я Парикмахер, стилист? Это я. Это ваша работа, да? Да, я их стригу, я их причесываю сама, моделирую прически. Они у меня то под ежик, Ага. то отращиваем мы гривы. Ну вот на данный момент мы сейчас отращиваем. Отращивать. А максимальная длина у него может быть вообще вот такая, да? Нет, это у каждой лошади индивидуально. У А, да кого-то вы что? растет, да. У кого-то, вот, допустим, у Тора хорошая, густая, длинная грива. То есть она у него вырастет, она будет длинная. Вот такая. А дальше она уже не растет. Дальше не растет. Это генетически заложено. Как правило, у чистокровных лошадей Ага. она не сильно длинная. У якутских длинная, густая, А-а. хорошая, а вот у чистокровных не очень. Да. Что хочет? А, морковку. Украшайте, да. Тори, вот так вот. И то есть 2 раза в неделю вы ухаживаете за гривой, да? 2 раза в неделю мы пробрызгиваем кондиционером. но А вы расчесываете каждый каждый день. Вот да. так вот, да? А самая длинная грива в сахацирке у кого? У принца. У принца. У принца. Ну, сама кличка говорит за себя, да? У принца все самое лучшее должно быть, да? Да. Так, а вот расчесывание вот самого тела лошади вы чешете, да, тоже? Да, обязательно. Да. Смотрите, буквально минутку почесали, уже вот сколько шерсти накопилось по скребке, правильно? Да, по это скребок. активная линька. А вы потом собираете? Вот это? Нет, Нет? это всё шерсть уже никуда не пригодная. утилизируется. Утилизируется, да. А я б носки связала. Так, хорошо. Вот так. Что мы еще делаем? Следующий этап ухода за лошадьми – это уход за копытами. Очень важный в наших, особенно северных условиях, сухой климат, чтобы копыта не трескались, хорошо росли и сохраняли копытный рог крепкий. Мы промазываем мазью это каждый день. То есть берем ножичку, сначала очищаем копыта, скидываем все щеточкой обязательно. Потом берем кисточку, промазываем подошву. Обязательно стрелку, подошву. Потом промазываем сам копытный рог. Вот такими движениями. Это сохраняет копыту влагу, не дает растрескиваться, и сам копытный рог крепкий становится. Вот так, да? То есть, Да. я так понимаю, второе копыто за мной. Да. Ой, давай, Тори. Тори, поднимай лапу, ногу, копыто. Тори, ой, мама Вот. мия. Берем крючочек. И что делаю? Сначала крючком, да. Вот это? Да. Ой, мамочки, меня в пот бросила. Ой, Стой, Тори. подождите. Теперь щеточкой. Вот здесь, вот так. Ага. Вот так вот. Щеточкой теперь провели. Щеточкой. Ему что-то не нравится, да? Нет, это Прости, Тори, сейчас я тебе все сделаю. Фух, так, хорошо, почистили. Ага. Теперь берем смазь. Уже Я уже намазала. намазала, да. И Промазываем вот так вот. хорошенечко подошву, каждую стрелочку и сам копытный рог. Копытный рог. Такая терминология есть еще, да? Так. Вот это работа. Вы знаете, это только кажется, что легко держать копыта. На самом деле у меня все тело напряжено, и я теперь понимаю, почему у Марии такая хорошая фигура. Потому что это действительно тяжело. Вот так просто поддержать копыта, а у меня все тело как будто, знаете, на тренажере на каком-то. Так, вот так промазали. Очень хорошо. Все, достаточно? Все, да, теперь опускаем. Он и рад, да, что я от тебя отстала. Так, хорошо. Так, у нас осталось 15 минут до начала кормления лошадей, а перед кормлением, как правило, мы у них убираем. Так, сейчас мы зайдем к персику, заходим прямо с ним. Вот здесь у нас персик сходил в туалет на опилочке. Вот такими движениями мы подбираем навоз, чтобы не забирать лишние опилки. И вытряхиваем. И вытряхиваем Вытряхиваем вот сюда. вот сюда, да. Так. А вот это потом переработанное, вот это все, вы куда-нибудь Вот это все утилизируете? утилизируется, да. Приезжает специальная служба Мгм. и забирает весь этот навоз. Ну а сейчас я пошла готовить обед нашим лошадям, а ваша задача убраться у Айхала.
есть, сэр. Пошлите. Айхал. Двери за собой. Вторые. Так, глянем. Привет, Айхал. Повешаем уже, а то вообще что-то Так, дубарина. Айхал к уборке еще не готов. Пойдем проверим Тора. Так. Тор. Ой, осторожно. Тор готов. Давай. Итак, как учила меня Мария, нужно сначала убрать помет, затем убрать все, что намокло. Так, поехали. Опа. Ага, теперь бы его подвинуть. Отойди, Команда, пожалуйста. прими. Да, вот. Иди, и- Вот, Вот, хорошо подвинулся. Все. А он не меня выйдет. не ударит? Нет. Они все очень адекватные. Я боюсь. Что-то он буянит. Нет, он нюхает. О! Так, Ага. выпала. По пути потеряла. Отойдите, пожалуйста. Тор. Вот, он Вот сам. так вот. Так. Сейчас и здесь приберем. Хорошо. Так. Все вроде здесь. Теперь мокрое, да, убираю? Да, теперь Так, мокрая. отойди, пожалуйста. Если хочешь быть в чистоте, пододвинься, пожалуйста. Молодец. Тут побольше или поменьше надо захватывать? Не только мокрая. Только мокрое, но у меня и сухое, и мокрое. Тебе нравится, да? Молодец. Держи. Так, хорошо. Вот так проходит уборка у нас за лошадьми. Да? Отойдите, пожалуйста. Давай, Белки. Помогаешь. И сейчас вот здесь еще последнее. Ты параллельно еще ешь, да? Хорошо. А вот это вот вы потом отдаете всё- на какие-то, наверное, сельскохозяйственные угодья, да? Ну, Вот как это. бы это все вывозится на специальный полигон, на утилизацию. Ага. Поэтому, если есть Давайте желающие, кто-то вперед. Да, теперь добавляем опилки. Опачки. На- Вот такие опилочки. на Рассыпаем мокрое туда, где убрали, Да, правильно? да. Держи, Тор, чтоб тебе здесь хорошо жилось. И мы Мешочек сюда распределяем, да? и лопаточкой подровняли. Ровным слоем. Да, вот. И так вы делаете сколько раз? 4 раза в день проводится уборка у лошадей. Вот так, уборка. Ой, простите, извините. Все. Вот так вот, чистота и красота. Кушай теперь. Привет, еще открой. Привет. Сейчас я про тебя привет. расскажу. Про любовь свою. Еще давай. Да, ты любовь моя. Привет. Привет. Ну, пришло время обеда. Сейчас мы будем, так называется, делать кашу для лошадей. Хорошо, Пойдемте. пойдемте. Каша, рацион какой у них? Из чего состоит та самая каша? Так, каша у нас состоит из овса и отрубей. Отрубей малая часть, потому что для лошади это тяжелая пища и добавляется в малых дозах, сказать. Овес для них полегче, и поэтому овес дается в большем количестве. Итак, 4 килограмма на одну лошадь, да? Да, на одну голову. Ага. Кашу варим. Варим здесь в ванной специальной. Сначала мы заливаем овес. Отруби А пока вот- ставим. Овес засыпаем. Это... Ой, это обед или завтрак или ужин? Это у них обед. Обед, хорошо. Да. Заливаем теплой водой обязательно, потому что пыль все-таки в зернице содержится. Весь лишний мусор мы замываем. Такой крупный, да, он? Да, крупный привозной овес. Я просто видела овес достаточно мельче. Гляньте, какой большой. Видите, чем кормят. Хороший.
крупный. А есть, допустим, такое, что кто-то из ваших питомцев ест что-то такое оригинальное? Ну, я не знаю, допустим, там то, что не свойственно Собачий лошади. корм. Собачий Вы не корм? поверите. Любят? Любит, нормально ему прям. Он бежит, ворует. Это Этот кто у нас? собачий корм у нас есть. Нафаня, да, есть. Нафаня. Очень, да, он прям все любит. Говорит, я и за собаку поем, И за за себя да, поем. да, да. Так, ну что, овес у нас стек. Так, овес у нас стек. Сейчас мы добавляем сюда Отруби. в малом количестве. Засыпаем все это дело и вот такими движениями перетираем все вместе с овсом. Вот так вот. Чтобы всем досталось равномерно, да? А то кому-то отрубей больше, кому-то нет, да? Вот так вот. Готово? Да. Теперь в зимний период мы добавляем подкормки утром и вечером разные. Ну вот сегодня днем мы добавляем льняное масло. Льняное масло помогает хорошо пищеварению, обмену веществ, способствует хорошей линьке и способствует, ну, как бы вообще шерсти, да, качеству Да. шерсти. А еще, допустим, если не льняное масло, то что? Если не льняное масло, у нас есть сиропчики, специальные еще гималайские соли, они вешаются в денники, висят у них в постоянном доступе соль как бы. И, ну, биотин обязательно добавляем нашего. У нас вообще климат сухой, и поэтому лошадям все равно требуется. А это. вы, в общем, Мария, я так поняла, помимо того, что вы дрессировщица, вы еще и диетолог, видимо, и повар, и еще, видимо, вы и тут и дизайнером подрабатываете, да, и да. стилистом, все вы. Все мне, да. Все во мне. Все во мне. Так, хорошо. Сколько мы добавляем масла? Нет, не сейчас, А. это порционно, каждому индивидуально в свое ведерочко. Все хорошо. Обязательно. Так, Поэтому ну, у нас есть. Так, сначала мы сейчас лошадей напоим. Тори, держи. Держи, мой хороший. Пей на здоровье. Видите, это уже явно мой любимчик. Да? Больше всего времени с тобой проводим, Тори. Все напоили, потом каша. Да. Сейчас мы раскладываем каждому по порции в каждое индивидуальное ведро кашку, да, и добавляем нужные подкормки. Значит, Нафаня, так как у него побольше нагрузка, кушает одно ведро с горкой. Одно с горкой. Вот так. Это Да. Нафаня. Грозный Тор, он самый большой у нас, тоже достаточно нагрузок, поэтому у него чуть больше горка, Так, хорошо. чуть-чуть побольше. Затем у нас идет айхал. Дальше, да, айхал. Потом у нас идет персик и бомбардир. Айхал у нас чуть поменьше, возрастная лошадь, нагрузка поменьше, поэтому порция у него поменьше. Потом бомбардир. Бомбардир, он сам по себе крупный, Крупный, большой. жеребец, поэтому он тоже кушает одно ведерко с горкой. Вот такая горка у него. Ага. Это бомбардир. Все подписано, чтобы никто ничего не перепутал. И последний у нас персик остался. Да, персик у нас маленький, плюс якутский, поэтому он не особо нуждается в концентрированных кормах. И мы даем, ну, чисто просто, чтобы ему было не обидно. Все кушают, а Вот он- так вот, да? Да. А он у нас вот такая маленькая порция у него. Хорошо. Так, Вот, сейчас. распределили всем Сейчас пони. ведра. А, вот еще... А, точно, мы же про пони забыли. У нас еще есть пони. Пони у нас тоже маленький, да удаленький, поэтому Вот так вот. порция такая же. Вот, видите? Так, Да. хорошо. Сейчас мы будем добавлять льняное масло. Давайте, А, давайте тогда я буду добавлять, а вы Да. мне скажите? Оно рассчитывается по килограммам. Кто весит 600 килограмм, те получает 60 миллилитров. Ага. Так, ну я же не знаю, сколько кто весит. Я буду говорить, а вы... Нафаня. Так, это Нафаня. Да. Ему Высыпаем весь шприц. в одно место или... В разное, в разное. Разное.
так. Я уж подумала, ему вообще ничего не дадут. Маленький. Ну, вот так вот. Все. Маленький. Да. Добавки есть. Иди. Вот, сюда. Вот не ко мне, нет. Бомбардируйся. Пойдите, пожалуйста. Бомбардируйся. Засыпаем. Приятного аппетита, Айхал. Вот. Погладить надо, да. Молодец, кушай, кушай. Так, хорошо, движемся далее. Ну, опа. Вот, проходим, даем ему высыпать. Все, наша якутская лошадь кушает овес. Будет сыта. Сыта. Да. Ну, а теперь нам осталось помыть всю посуду после обеда и составить все по своим местам. Готово. Ну, пока Мария немножко отвлеклась, я же очень любопытна и заглядываю во все места в конюшне. Вот здесь я увидела вот такие штуки. Обратите внимание, что-то красивое. Я подумала, какой-нибудь, ну, наверное, камень драгоценный или что. Мария, не подскажете, что же это такое? Это гималайская соль, специально для лошадей. Им эта соль очень нравится, больше, чем остальная другая, и в ней больше микро-макроэлементов в этой соли. Поэтому мы эту соль вешаем лошадям прямо в денники, и она у них висит в постоянном доступе. Мария, ну здесь работают не только я одна, да, у вас очень много помощников. Немного расскажите про них, про каждого. Вот рядом со мной находится. Это мой ассистент Нина, также мой помощник, она помогает мне во всем, то есть и работа в репетиции, и в уходе за лошадьми, и в уборке, и в кормлении, как бы. Это наш человечек такой незаменимый. Да. Сегодня она была в кадре практически весь эфир, потому что она всегда с нами, она и на арене, и здесь в конюшне, да. Сколько лет она уже с вами работает? Ну, Нина работает у нас недавно, ну, как бы, но знакомы мы очень давно, уже 15 лет, тоже опытный человек, хорошо находит общий язык с животными, поэтому мы прекрасно сработали, сейчас у нас отличная команда. Так, здесь у нас есть еще пару ребят. Помашите Так. ручкой. Вот они. Ну, здесь незаменимые мои ассистенты. Это мой муж по совместительству, работаем мы вместе. Он также во всем мне помогает, в репетициях, в дрессуре, в чистке, в уходе. Работаем, ну, 24 часа на 7 мы вместе, Ага. поэтому, ну, нормально. У нас очень хорошая дружная команда. А хорошо иметь мужа и на работе, и дома? Ну, да, нет, вот я вам скажу, некоторые говорят, как бы это все надоедает, да, но в такой работе, как у нас, здесь нужна очень сложенная команда, и мы должны как бы уже заранее предугадывать действия друг друга. Если вдруг животное там что-то запаниковало или еще что-то, нужно действовать не задумываясь, поэтому здесь знание другого человека очень, ну, помогает, скажем так. И тут муж все-таки. Да. Хорошо, что муж. Хорошо, что муж, да, можно и... Здорово. Так, и там у нас еще есть один сотрудник. Есть, да, Здравствуйте. тоже мой помощник. Джулс уже работает с нами 5 лет. Тоже незаменимый человечек в нашей команде. Он всегда нам везде на подхвате, везде все помогает. И с собаками, и с оленями, и с лошадьми. Тоже уже набрался за 5 лет опыта. Он пришел к нам абсолютно без опыта. И за 5 лет уже научился здесь всему, как бы. Вот, в принципе, это большая часть вашей команды, правильно? Да, это большая часть нашей команды. Вот так вот. Только благодаря этим людям лошади все чистые, красивые, здоровые, ухоженные. И вот у них, обратите внимание, вся конюшня тоже блестит, сверкает, потому что они 24/7 трудятся в нашем цирке. Ну а мы потом, зрители, видим этих замечательных животных уже на арене, такими же здоровыми, счастливыми и красивыми. Ну что, спасибо, ребята! Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, кульминация нашего эфира. Мне нужно как-то туда подняться. Ну и, конечно, я надеюсь, история будет очень спокойным и хорошим. Так, Наталья, что делаю дальше? Ножку перекидывайте сразу. Сразу вот это? Да. Ой, а если нога не доходит, то чего? Дойдет. Я помогу вам. О! Ой, мамочки! Ой, боже мой! Тихо. Куда эти ноги-то? Тихо. Вот так вот. Так, и тут Глубоко не пихать. хорошо. И... Ой, Вот.
Звезда цирка. Звезда родилась, да? Так, что Ножками делаем? вперед. Повод так, ой. свободный. Повод свободный. Ага, вот так, И да? вот так, вот так. И вот, тут даже руки надо держать правильно, да? Вот так вот. И вот И так. ножками чуть-чуть надавите. Надавите. Да. О! А остановить-то его как, мамочки? О, боже мой! Ага, так, ладно, хорошо. Опа-на. Это что значит? Это он немножко на чужие руки реагирует. Все понятно, еду. Ой, я даже сама еду. Практически-то. А он за вами идет, да? Он за мной идет. Это не я еду, это он за вами идет. Так, хорошо. И если я хочу остановить, я делаю назад. Чуть-чуть повод. Ага, Оп, свободно. чуть стоять. Свободно сразу. Свободно сразу. Молодец. Ай, Молодец. браво, Ай, ой, ой. молодец. Вот так. О. Вот так вот. Какой умничка. Так, хорошо. Вот. Тори, ажну. 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 Стоит. 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 Браво, молодец, Тор. Браво, Тори! Браво, Даша! Браво, Мария! Мы это сделали! Итак, дорогие друзья, вот на такой замечательной ноте мы завершаем эфир программы «Испытано на себе». Действительно, замечательные животные, замечательные дрессировщики, реально профессионалы своего дела. И вот благодаря таким людям сегодня я испытала на себе эту роль цирковой артистки. Спасибо всем, до новых встреч, всего доброго! До свидания. Испытано на себе.